Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск Алхаса Квициния в ЦИК, в котором он оспаривал решение Центральной избирательной комиссии по итогам выборов президента. Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачуля и Оксаны Пилия 3 дня рассматривал иск экс-кандидата в президенты Алхаса Квициния. Руководствуясь статьями 182-187 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, суд решил в удовлетворении административного искового заявления кандидата в президент Республики Абхазия Квициния Алхаса Алексеевича Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия о признании решения протокола номер 21 от 9 сентября 2019 года Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов президента Республики Абхазия 9 сентября 2019 года незаконным, недействительным и отмене решения протокола номер 21 от 9 сентября 2019 года Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов президента Республики Абхазия отказать. Мотивированное решение суда подлежит изготовлению в течение 10 дней со дня объявления результативной части решения суда. Решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке в кассационную коллегию по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в течение 20 дней со дня принятия решения в окончательной форме. Адвокат Алхаса Квициния Инга Габилая заявила журналистам, что решение Верховного суда будет ими обжаловано. Все время, пока заседал суд у администрации президента и штаба политической партии Амцахара, решения суда ожидали люди. После того, как суд вынес свой вердикт, к собравшимся у администрации президента вышел Рауль Хаджимба. Ихагу хар яшар пипш, ихагу маджца, инагузалаги испон, аха хаджлар рудгуларала, рубзурала, ихалшар пипш, абри айбешран, шияйзипш, хаджлар абха аргара, и сулшу шаастру граф сергойт сужлар разуман, и того идут за Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем Республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял исторический документ – Декларацию о национальном суверенитете Южно-Осетинской Республики. Этот день стал важным шагом на пути становления современной Южной Осетии. На протяжении многих лет осетинский народ прокладывал путь к обретению независимости, к построению полноценного международно признанного государства. Много славных сынов и дочерей Южной Осетии отдали свои жизни во имя того, чтобы нынешнее поколение могло жить в свободном государстве. Именно поэтому сегодняшняя дата особо значима для каждого осетина, отметил в своем поздравлении Рауль Хаджимба. Признание 26 августа 2008 года независимости Южной Осетии и Российской Федерации стало важным этапом современной истории Южной Осетии, заслужившей потом и кровью свою свободу. Сегодня руководство страны реализует важные социально-экономические проекты, развивает инфраструктуру, укрепляет свой международный авторитет, делает все, чтобы жизнь граждан стала лучше, подчеркивается в поздравлении. Своих коллег, главу правительства Южной Осетии Эрика Пухаева и председателя парламента Южно-Осетинской Республики Алана Таддаева с Днем Республики Южной Осетии также поздравили премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и спикер Народного собрания Валерий Кварча. Приближается главный праздник в нашей стране – День Победы и независимости. В преддверии праздника ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и родным недоживших до сегодняшнего дня героев в торжественной обстановке были вручены медали за победу. Церемония награждения прошла в оборонном ведомстве страны. Подробнее в нашем следующем материале. Тысячи дочерей и сыновей Абхазии с первых дней войны встали на защиту Родины. Многие из них так и не вернулись с фронта. Память о героях всегда жива, отметил министр обороны Республики Абхазия Мираб Кишмария, открывая церемонию награждения. Никто не будет забыть, пока мы живы. 30 сентября, День Победы. Впереди у нас праздник. Многие будут отмечать, мы будем чтить память. Огромное вам спасибо, что вы есть.
В зале Министерства обороны собрались ветераны, а также родные и близкие героически сражавшихся в Отечественной войне народа Абхазии и воинов. У каждого из участников тех событий своя особенная история. Тимуру Логу было 19 лет, когда началась война. Не задумываясь, студент 3-го курса юридического факультета АГУ встал на защиту Родины и сражался до победы. После войны Тимур создал семью. К сожалению, в 2012 году он ушел из жизни. И сегодня медаль за мужество и героизм отца, проявленный в боях за свободу Абхазии, получает дочь героя. Родные Тимура вспоминают его как ответственного, скромного и отзывчивого человека. Очень был многообещающий человек. И все, кто с ним воевали, конечно, все прекрасно знали, все его возможности. Он был человек скромный. В рамках торжественного собрания медалями за победу всего были награждены более 50 ветеранов, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии. 14 из них были удостоены награды посмертно. Гугут Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Подразделения Министерства обороны Абхазии совместно с российскими коллегами начали ежедневные репетиции торжественного прохождения, которое состоится 30 сентября у мемориального комплекса в Сухуме. Репортаж Гугут Савардания. Стройные ряды военнослужащих пройдут по улицам столицы 30 сентября в честь празднования 26-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Ежегодно в торжественном шествии принимают участие как военнослужащие Абхазской армии, так и служащие Министерства обороны Российской Федерации. Мы находимся на репетиции, где оттачивается слаженность и синхронность пеших расчетов. В торжественном прохождении примут участие военнослужащие из частей подразделений Министерства обороны Абхазии, пешие колонны парадного расчета 7-й российской базы, подразделения казаков, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии, а также сводный оркестр Министерства обороны Республики и 7-й российской военной базы. Репетиции проходят согласно плану подготовки к празднованию 26-й годовщины победы. Срывов в прохождении репетиций нет. И как вы сами видите, что с каждым разом результат все лучше и лучше. Я думаю, в этом году празднование Дня Победы, прохождение парадных расчетов будет на должном уровне. Репетиции парада начались еще 30 августа. Военная техника в этом году в параде задействована не будет, так как ее используют только в юбилейные даты. Для каждого военнослужащего очень волнительно принимать участие в таком значимом событии. Курсант 4-го курса Сухумского общевойскового училища Аслан Нармания в торжественном прохождении уже 4-й год. Одевать форму и принимать участие в таких мероприятиях, и тем более это курсантское подразделение, и когда о нас отзываются так хорошо, и для нас это является гордостью и честью, и мы с поднятой головой принимаем в нем участие и проявляем себя с лучшей стороны. Генеральная репетиция торжественного прохождения состоится 28 сентября, а уже 30 сентября на площади у Парка Славы состоится само мероприятие, в котором примут участие около 500 военнослужащих. Командует торжественным прохождением первый заместитель Министерства обороны генерал-полковник Беслан Свижба. Гугут Савардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Проблема с перебоями подачи воды в столице должна решиться в ближайшее время. Специалисты водоканала обнаружили несколько крупных утечек в западной части города. На место выехала бригада сотрудников муниципального предприятия. Работа ведется в экстренном режиме. Репортаж Амелии Бисмарк. Уже несколько недель сотрудники столичного водоканала занимаются устранением утечек в сетях водопровода. За это время они успели починить и заменить множество аварийных труб. Однако вода все равно куда-то утекала. Инженеры заподозрили, что в черте города есть серьезная пробоина водопровода. Опасения специалистов оказались верными. Это улица воинов-интернационалистов. По этой улице проходят наши коммуникации. На 800-миллиметровом водоводе напорном вот произошла утечка. Здесь все это было заросшее.
Сейчас почистили и обнаружились вот такие вот течки. Вот на этом участке, вот сейчас, где мы стоим, и чуть ниже, около 5 утечек. Участок, на котором сейчас организованы аварийные работы, находился в заброшенном состоянии. По этой причине наличие утечек невозможно было визуализировать. После очистки территории проблема стала очевидна. Мы будем раскапывать и обваривать эти поврежденные участки трубы. Но с завтрашнего дня, я думаю, уже, если не будет отключения электроэнергии, в нормальном режиме будет в нормальном графике. Системное отключение электричества значительно осложняет работу станций водоканала. Даже короткие перебои в подаче электроэнергии останавливают всю цепь работы водонасосных агрегатов. Процесс запускается по новой, тем временем, как в городских кранах исчезает вода. Эмилия Бисмарк, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода. В субботу временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Местами возможен град. В воскресенье погода прояснится, в горах снег. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.